Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансировал операции детям из разных регионов Туркменистана. Делегация Туркменистана примет участие в инвест-форуме Global Gateway в Бельгии. Дизайнеры подготовили более 170 вариантов лейбла, сделанных в Туркменистане, и другие новости. Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова продолжает оказывать материальную помощь для проведения операций детям из разных регионов Туркменистана. С начала года туркменские врачи провели операции 2 детям из Ашхабада, 1 ребенку из Балканского вилаята и 6 детям из Либабского, Дашогузского и Марийского вилаятов. 29-30 января делегация Туркменистана примет участие в инвестиционном форуме Global Gateway по устойчивому транспорту ЕС «Центральная Азия». Форум пройдет в Брюсселе. Ожидается, что на полях мероприятия туркменская делегация проведет деловые встречи с представителями европейских компаний для укрепления сотрудничества и реализации новых совместных проектов в транспортной сфере. На конкурс по отбору дизайна лейбла национального товарного знака «Сделано в Туркменистане» было подано 172 работы. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы по отбору дизайна лейбла. Из предложенных вариантов 5 было отобрано рабочей группой для представления Кабинету министров Туркменистана. В ходе заседания также обсуждалась доработка положения о национальном товарном знаке «Сделано в Туркменистане». Туркменистан твердо поддерживает принцип одного Китая и подтверждает, что правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Такое заявление для СМИ распространило в понедельник Министерство иностранных дел Туркменистана. В сообщении подчеркивается, что внешняя политика нейтрального Туркменистана осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права. Предприятие по производству стальных труб различного диаметра в рамках государственно-частного партнерства планируется создать в Туркменистане. Импортозамещающая и экспортно-ориентированная продукция будет производиться с применением передовых технологий и на новейшем оборудовании. Франция стала первой страной Шенгенского соглашения, которая начала выдавать цифровые визы. Пока такой способ получения визы доступен только спортсменам, делегациям и журналистам, которые поедут в страну на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. Всего к Олимпиаде Франция планирует выдать около 70 тысяч цифровых виз. Реал в очередной раз доказал свое превосходство над Барселоной, одержав победу в финале Суперкубка Испании по футболу. Уже к перерыву подопечные Карло Анчелотти вели в счете 3-1. Хэт-триком в первом тайме отметился Винисиус Джуниор. У Барселоны отличился Роберт Левандовский. Во второй половине встречи забитым мячом отметился Родриго, установив окончательный счет 4-1. Сборная Ирана уверенно начала выступление на Кубке Азии по футболу, разгромив в стартовом матче команду Палестины. Встреча прошла в рамках первого тура группового этапа и завершилась крупной победой иранцев. Автором одного из мячей в составе победителей стал Сердар Азмун. Этот гол стал юбилейным 50-м для форварда сборной Ирана, имеющего туркменские корни. Напомним, нынешний Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля этого года. Изначально турнир планировалось провести в Китае летом 2023 года. В матче открытия хозяева турнира сборная Катара уверенно обыграла команду Ливана 3-0. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.